На время карантина мы требуем от граждан находиться дома. Понимаю, изоляция дается нелегко. Такого в нашей жизни не было. Но это необходимая мера, другого пути, к сожалению, не существует. Еще раз хотел бы отметить героический труд врачей, всех медицинских работников. Они в буквальном смысле находятся на передовой. Мы должны оказывать им всестороннюю поддержку. Во-первых, все медики, которым положены дополнительные выплаты, на время чрезвычайного положения должны получить соответствующие надбавки вовремя. Первые выплаты начались. Вместе с выплатами сразу же начались вопросы и жалобы, в том числе и в мой адрес, касательно начисленных сумм, получателей и так далее. Госкомиссия должна обеспечить жесткий контроль и прозрачность доведения данных средств до получателей в кратчайшие сроки. Мы помогли тем медицинским работникам, которые непосредственно взаимодействуют с больными коронавирусом. Их около 30 тысяч. В то же время местные власти не должны самоустраняться от решения вопросов других категорий медработников. Считаю, что и регионы, исходя из собственного видения и возможностей, должны материально поддержать врачей и медсестер. Это также касается полицейских, военнослужащих, сотрудников государственных органов первой линии. Следует побеспокоиться и о безопасности волонтеров, которые выполняют полезную работу. Наша работа по выявлению очагов заражения вирусом абсолютно прозрачна. Мы ничего не скрываем. В оперативном режиме публикуем все данные, тесно взаимодействуем с международными организациями. В предстоящий период предстоит существенно расширить масштаб тестирования, чтобы иметь полное представление о последствиях распространения коронавируса. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Это нужно в первую очередь для здоровья наших граждан. Коронавирус, хоть и тяжелая болезнь, против которого нет пока универсального лекарства, но эта болезнь вполне излечима при помощи существующих медицинских препаратов и своевременной диагностики. Минздрав обязан свести человеческие потери к минимуму. По окончанию острого периода нам предстоит предметно проанализировать все вопросы системы здравоохранения, пересмотреть приоритетность задач, чтобы обеспечить готовность к будущим вызовам. Думаю, все герои антивирусной битвы, медики, полицейские, военнослужащие, волонтеры достойны отдельного монумента в нашей стране. Следующий вопрос. Большая работа ведется по поддержке граждан, оставшихся без дохода. Им назначена социальная выплата в размере 42 500 тенге на период чрезвычайного положения. За выплатой по соцпособию уже обратилось 1 700 000 граждан. Абсолютное большинство из них в электронном виде. В то же время приходится констатировать недостаточную готовность механизма предоставления социальной помощи. Оперативные решения ведомства начали принимать на ходу после моего персонального вмешательства. Разъяснительная работа со стороны центральных и местных государственных органов также показала свою недостаточную эффективность. Это повлекло за собой разночтение, недопонимание среди граждан, неразбериху на местах. Подвергая себя риску, людям приходилось стоять в очередях в банках для открытия счета или оплаты единого социального платежа. Поэтому правительству в срочном порядке следует разработать пошаговый механизм и тиражировать его во всех средствах массовой информации и социальных сетях, чтобы каждый гражданин, не выходя из дома, мог получить помощь от государства. Вопрос получения платежных карт является одним из самых острых. Не готовой оказалась не только техническая инфраструктура, но и нормативная среда, бизнес-процессы государственных органов. Под различными предлогами упрощенный выпуск карт затягивается. А ведь это реальный шанс внедрить безналичный расчет, снизить объем теневых платежей. Поручаю в 3-дневный срок решить вопрос дистанционного получения платежных карт. Хочу подчеркнуть следующее. Граждане должны понимать, что помощь предоставляется лицам, действительно испытывающим финансовые затруднения в связи с введением чрезвычайного положения.
Поэтому следует пресекать необоснованное получение данной поддержки лицами с достаточным уровнем доходов. Аферистов, непорядочных людей нужно ставить на место, подвергать общественному порицанию. Далее. С переходом граждан в карантинный режим и внедрением дистанционного обучения в школах и университетах интернет-система не выдержала испытания на прочность так называемого стресс-теста. Выявились серьезные системные недостатки. Министерство образования вынуждено перейти на уроки по телевидению. Разрекламированная система e-learning, как шутят остряки, крякнулась. В e-government тоже наблюдались перебои. В поствирусный период нам следует извлечь уроки из этих ситуаций, подготовить анализ просчетов и злоупотреблений. Но главное – подготовить план вывода IT-сферы на качественно новый уровень, чтобы в реальности иметь цифровое государство. Следующий год должен пройти под знаком эффективной цифровизации нашего государства. С учетом нового опыта государственную программу «Цифровой Казахстан» следует пересмотреть, естественно, без дополнительных финансовых затрат. Нам предстоит осуществить радикальную реформу здравоохранения, образования и науки. Кризис, как я уже говорил, тем и хорош, что обнажает все недостатки, несет в себе огромные возможности. Мы должны воспользоваться ими. Работу по разработке реформ надо начать уже сейчас. На сегодняшний день более трети, порядка 37% населения страны живет в полностью изолированных городах. Поэтому одним из главных вопросов остается стабильное обеспечение их продовольствием, в особенности граждан из социально уязвимых слоев населения. Я прошу держать этот вопрос под постоянным контролем, как со стороны правительства, так и в особенности со стороны акимов. 3 дня назад я посетил транспортно-логистический центр столицы. Правительство держит на постоянном контроле вопрос продовольственного обеспечения по стране. Продуктов у нас, безусловно, хватает. Теперь следует обеспечить доступность цен и правильную логистику, чтобы не создавать ажиотажа. Правительство установило предельные цены на 9 наименований социально значимых продовольственных товаров. В то же время механизм регулирования требует доработки. Министерству торговли и интеграции совместно с акимами поручается оптимизировать механизм регулирования цен по всей цепочке ценообразования. Я поручал принять комплексное решение по снижению коммунальных платежей для населения карантинных городов. Насколько я знаю, такого решения пока не найдено. Следует ускорить принятие соответствующих мер с упором на социально незащищенные слои населения. Для поддержки занятости населения была принята программа «Дорожная карта занятости», в рамках которой в поствирусный период будет создано около 240 тысяч рабочих мест. На ее реализацию выделяются беспрецедентные суммы до 1 триллиона тенге. Критически важно, чтобы выделяемые средства не ушли в песок, как это бывало много раз. Поэтому правительство и акимы обязаны привлекать казахстанские кадры, отечественные строительные компании и производителей строительных материалов. Вместе с тем, полученный мною анализ показывает, что преобладающая часть запланированных рабочих мест – это временные рабочие места. Постоянным трудоустройством после завершения программы будут обеспечены лишь 13 тысяч человек. В ряде регионов по итогам программы планируется создание мизерного количества постоянных рабочих мест. Следует обеспечить баланс между двумя видами занятости. Временное трудоустройство в условиях кризиса, конечно, важно, а может быть даже и необходимо, но следует подумать о перспективах более широкой и качественной занятости. Одним из условий дорожной карты занятости является закуп товаров, работ и услуг у отечественных производителей в объеме не менее 90%. Необходимо отметить, что по базовым материалам отечественное производство покрывает потребность внутреннего рынка. Это такие товары, как цемент, товарный бетон, гипс, строительные растворы, гипсокартон. У нас действует 12 цементных, 27 кирпичных заводов, 3 производителя арматуры,
5 производителей красок, 10 производителей сухих строительных смесей, 1 завод керамических изделий. В каждом регионе имеются производители товарного бетона и изделий из бетона. Не менее важным является вопрос ценообразования строительных материалов. Данная статья затрат в строительных проектах составляет более 60%. Отсутствие должного контроля стоимости базовых материалов повлечет за собой спекуляцию и неэффективное использование бюджетных средств. Государственная комиссия совместно с акимами должна решить вопрос безопасности проведения работ в рамках дорожной карты занятости. Места проживания, приготовления и приема пищи, санитарные узлы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и регулярно проходить санитарную обработку. И государство, и бизнес не должны экономить на здоровье граждан. Выделяемые средства и реализуемые проекты будут под жестким контролем специальной группы. Администрации президента поручаю определить состав и порядок работы данной группы. Что касается поддержки отечественного бизнеса. В дополнение к мерам поддержки малого и среднего бизнеса следует взять на контроль деятельность крупных предприятий в условиях снижения внешнего спроса на их продукцию. Эта работа, как мне доложили, уже ведется. У крупных предприятий большой запас прочности. Они являются неотъемлемой, важной частью нашей экономической системы и поэтому могут сами выступить в роли стабилизатора экономики и через поддержание занятости и заказы малому и среднему бизнесу. Вместе с тем, в случае значительного ухудшения ситуации мы можем рассмотреть возможность оказания точечной государственной поддержки. Следующий вопрос – стабильность финансового сектора. Это важная задача, ведь проблемы финансовой системы, в свою очередь, могут негативно отразиться и на реальном секторе экономики, и на сбережениях граждан. Национальному банку и Агентству по финансовому развитию поручается подготовить комплекс предложений по сохранению стабильности финансовой системы страны. Следующее. В этот весенний период пристального внимания требуют вопросы сельского хозяйства. На юге страны уже ведутся посевные работы. В других регионах посевная работа должна начаться в течение месяца. Фермеры должны быть обеспечены оборотными средствами на закуп пестицидов и удобрений, качественных семян и ГСМ. Объем финансирования весенне-полевых работ увеличены почти в 3 раза, до 170 миллиардов тенге. В то же время появляются проблемы, которые требуют скорейшего решения. Следует обеспечить бесперебойный пропуск автомашин, поставщиков сельскохозяйственных продовольственных товаров в карантинные города, оперативно выдать пропуски для прохождения через зеленые зоны. Это также касается и фермеров, которые приступают к весенне-полевым работам. Ранее я говорил о важности межрегиональной координации. Вместе с тем имеются факты, когда автомашины по несколько часов задерживаются на различных блокпостах между областями. Прошу Госкомиссию контролировать данную ситуацию. Есть нарекания к качеству дизельного топлива. Фермеры приводят факты, когда из-за низкого качества топлива выходит из строя дорогостоящая сельхозтехника. В этой связи Министерству энергетики и акимам необходимо взять на контроль обеспечение не только объемов, но и качества горюче-смазочных материалов. Вообще поставка некачественных горюче-смазочных материалов – это есть прямой ущерб не только сельскому хозяйству, но в целом экономике, но и также национальной безопасности нашего государства. Поэтому Комитету национальной безопасности, Службе экономических расследований Министерства финансов следует выявить компании и физические лица, которые поставляют некачественные ГСМ. Это прямое покушение на безопасность страны, подрыв ее экономического потенциала. Эти и другие подобные действия со стороны саботажников, по-другому их нельзя назвать, должны фиксироваться правоохранительными органами, потенциальные преступники привлекаться к ответственности по закону. Правительству было поручено внедрить инструмент форвардных закупок. Прошу оперативно утвердить механизм, суммы и источники финансирования. Важно начать реализацию, апробацию, а в случае успеха масштабировать. С целью сдерживания цен и обеспечения продовольственной безопасности правительством введен запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции. Это необходимая мера.
Однако при введении данной нормы не была проведена полная оценка необходимости запрета экспорта отдельных товаров. Вопросов, связанных с новыми запретами, квотами, у сельхозпроизводителей по-прежнему много. Минсельхозу следует обеспечить обобщение и быстрое реагирование на них. Нужен единый колл-центр. Средства на поддержку весенне-полевых работ следует вовремя довести до адресатов. Су тасқыны кезеңін тұрақты бақылауда ұстаған жөн. Әсіресе Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарында осындай қауіп бар. Әкімдер тиісті министрліктермен бірлесіп, ұдайы мониторинг жүргізуді және жедел әрекет етуді ұйымдастыруы тиіс. Жесткие карантинные меры дали свой результат. Ежедневный прирост заболеваемости в столице и Алма-Ате стабилизировался. В то же время ситуация с социальным благополучием казахстанцев, экономической ситуацией в целом продолжает оставаться сложной. 15 апреля истекает срок моего указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля. Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, в Алма-Ате, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля. Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов. В противном случае мы опрокинем ситуацию. Эпидемия станет тотальной, под угрозу встанет здоровье всей нации, а вместе с этим национальная безопасность. Тогда интересы малого и среднего бизнеса и даже всей экономики утратят свое значение. В то же время правительству в тесной координации с акимами предстоит провести адресную, точечную работу по выводу малого и среднего бизнеса из застоя в зону постепенного оживления, прежде всего в двух крупнейших городах страны. Соответствующие предложения уже прозвучали, их надо учесть. Предложения акимов в столице и Алма-Аты. Да, действительно, жизнь нужно оживлять, и об экономике нужно думать, но перед нами стоит как бы двуединая задача. Соблюсти карантин во имя здоровья наших граждан, а с другой стороны точечно, адресно выводить предприятия на режим работы. Акиматы должны подготовить списки предприятий, которые могут обеспечить жесткий санитарно-эпидемиологический режим, социальное дистанцирование на рабочих местах. Антикризисные штабы регионов обеспечат проверку таких рабочих мест. Штабы будут определять режим работы предприятий, порядок доставки работников на рабочие места и другие организационно-технические вопросы. На основании этого Государственная комиссия сможет принимать решения о возобновлении деятельности соответствующих предприятий. Вы должны понимать, что в этих условиях, прямо скажем, в необычных условиях, ответственность руководителей регионов, городов центрального подчинения возрастает многократно, поскольку, нужно прямо сказать, мы рискуем, но другого выхода нет. Повторяюсь, соблюдение жесткого карантина для граждан. Что касается дистанционного обучения студентов, учащихся школ, детских садов, то все это остается в силе. Дезинфекцию общественных мест нужно проводить, но предприятия точечно, адресно мы будем выводить на рабочий режим. При этом вновь подчеркиваю, здоровье наших граждан – это абсолютный приоритет. В нашей общей работе необходимо исходить именно из этого. Забегание вперед, шапка закидательства, чревато рецидивом эпидемии с тяжелейшими последствиями для будущего страны. Сейчас как никогда требуется слаженная работа внутри правительства, а также взаимодействие правительства с акимами. Я требую от исполнительной власти вдумчивости при разработке и принятии решений, абсолютной исполнительности при выполнении моих поручений. Ситуация носит чрезвычайный характер, по-другому вопрос ставить никак нельзя. Правительство во главе с премьер-министром, акимы напряженно работают.
Темпы работы снижать нельзя, и тем более довольствоваться первыми положительными результатами. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших граждан за понимание, терпение, стойкость. Отдельное спасибо адресуется деятелям культуры. Словом и делом они помогают казахстанцам. С удовольствием наблюдаю за ходом общенационального проекта «Звезда на карантине». Оригинальные и полезные начинания. В целом, кризисная ситуация и наш оперативный ответ на нее выявили необходимость усовершенствования деятельности ведомств, а также усиления координации между центром и регионами. Нам следует обратить внимание и на проблемы коммуникации, обратной связи между властными структурами и гражданами страны. Это лишь один из уроков кризиса. Таких уроков немало, и нам нужно извлечь полезный опыт из этих уроков.